В театре Галиаскара Камала сегодня прошло знакомство с программой и первыми участниками 14-го международного фестиваля тюркских народов «Наурус». Участников мероприятия нашлось предостаточно, так что для представителей СМИ не хватило стульев. Как правило, в Nauruze задействованы разные локации. Так, на одном из фестивалей был совершен обряд камлания, то есть изгнание духов. Подробнее Дмитрий Пивоваров. Наиболее интересными на Nauruze бывают адаптации произведений мировой классики на языках тех народностей, которые берутся за их новое прочтение. Результаты бывают порой весьма неожиданными. Перевод трагедии Шекспира, например, на язык якутов таит немало сюрпризов. Здесь к этому привыкли и особо ждут новичков фестиваля. Мы продолжаем приглашать театры, которые, может быть, и не являются тюркоязычными, не принадлежат тюркоязычному миру. Это Румыния. То есть, если кто следит за всеми фестивалями, то мы помним, что был и Литва, Некрошес, и Додин участвовал в этом фестивале, и московские театры участвовали. Но вот в этот раз из Румынии. Мы были на фестивале, были приглашены на фестиваль в Румынию, и там увидели спектакль, который нам очень понравился. Пока читающая и смотрящая публика России в ожидании премьерного выстрела восьмисерийного фильма «Зулейха открывает глаза», съемки которого проходили в Казани и Лаишевском районе, театральной, в ожидании второго показа в нашем городе бестселлера «Зулейха открывает глаза». Первый состоялся в рамках обмена гастролей театров Казани и Уфы. Национальный колорит дает новый поворот в восприятии известного названия. И мы предоставим вам спектакль «Летающий лекарь» по мотивам пьесы Жана Батиста Мольера в трактовке узбекского драматурга Шарофа Бушлыкова. Спектакль поставлен в национальном стиле и учтены все национальные особенности. Устроители настаивают на интересе к кукольной продукции, мастер-классах и творческих встречах. Здесь работает спаянная группа, сделавшая Nauruze вполне узнаваемым на международной карте театрального мира. Играть будут везде: в акватории озера Кабан, на малой и большой сценах, на пленэре, в кукольном пространстве, где, кстати, Ромео и Джульетта заявлено как не трагедия. Ну и персонажи Хемингуэя заговорят на том языке той республики, которую они представляют. Будет Зулейха, которая открывает глаза, представляет театр из Башкирии, и немало интересных открытий. Дмитрий Пивоваров, Дмитрий Жен.